Уважаемые абитуриенты, добрый день. Меня зовут Шанина Юлия Александровна. Я являюсь исполняющей обязанности заведующей кафедрой русской литературы Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И я руковожу магистерской программой «Русский язык и литература в поликультурном пространстве». И для того, чтобы стать студентом, для того, чтобы обучаться по этой программе, необходимо пройти вступительные испытания. И предварительно мне бы хотелось подчеркнуть, что вступительные испытания рассчитаны не только на филологов-профессионалов, то есть не только на тех абитуриентов, которые уже получили бакалаврское образование в сфере филологии или педагогического образования, но и любого другого абитуриента, который хотел бы дополнить свою образовательную траекторию, так сказать, индивидуальную образовательную траекторию, свои компетенции новыми знаниями, умениями, навыками именно в области преподавания русского языка и литературы. В этом году, как и в прошлом, вступительные испытания пройдут в дистанционном формате, и по нашей программе предусмотрено два этапа экзамена. Еще раз повторюсь, что оба пройдут в дистанционной форме. Первое – это тестирование, и второе – портфолио. На слайде вы видите и минимальное количество баллов, которые вы должны будете набрать. Всего в тесте 25 вопросов вам будет предложено, на которые вы должны будете ответить. И отвечать вы будете в течение 60 минут. Также на слайде представлена структура тестов, но имеется в виду здесь те разделы тематические, которые охватывают тестовые задания из области русского языка и из области русской литературы. И здесь как общетеоретические знания, например, по литературе, также и сведения по истории русской литературы. Конечно, и лексикология, и синтаксис, пунктуация, но все они здесь перечислены, и более подробно содержание вот этих вот отдельных разделов тематических представлены в программе. Дистанционная форма сдачи предполагает работу через логин и пароль, который вы получите после того, как подадите документы. И уже наша приемная комиссия вышлет вам логин и пароль, с помощью которого вы сможете выйти на сайт и начать вступительное испытание. И ваша задача очень внимательно следовать вот данной инструкции. Я думаю, что нет смысла ее озвучивать. Здесь все ясно написано. Вы можете остановить вот этот слайд и перед тем, как начать проходить экзамен, еще раз вспомнить о том, какие должны быть этапы. Конечно, очень важно проверить подключение к интернету, чтобы оно не сбивалось, потому что второй попытки у вас не будет. И в том случае, если что-то случится со связью, и вы не сможете завершить экзаменационные испытания, то второй попытки еще раз зайти вы не сможете. Поэтому будьте внимательны, чтобы устойчивая была интернет-связь. На сайте нашей приемной комиссии, адрес вы видите, расположена информация о расписании вступительных испытаний. Вы всегда можете обратиться к сайту и мобильно вспомнить даты и
зависит дата экзамена и подачи документов зависит от того, на каком основании вы собираетесь учиться. То есть вы претендуете на бюджетную форму обучения, либо же вы готовы обучаться на коммерческой основе. И для тех, кто готов обучаться на коммерческой основе, вы сможете подать документы после того, как завершится набор на бюджет. И, собственно, вот этот процесс зачисления продлится вплоть до 11 сентября, вернее, процесс подачи документов. И для тех, кто уже на коммерческой основе собирается поступать, 14 сентября будет еще резервный день для сдачи экзаменов. Ну и везде есть, каждому из экзаменов предусмотрен резервный день. Ну, например, 10 августа основной день для тех, кто собирается поступать на бюджет. И резервный день 17 августа. Имеется в виду, что, возможно, 10 августа сложатся какие-то такие непредвиденные обстоятельства, вы заболеете или еще что-то случится, выключат электричество, у вас не будет доступа к интернету, в общем, какие-то форс-мажорные обстоятельства. В этом случае вы сможете 17 августа еще вот в эту первую волну, так сказать, экзаменационную, у вас будет возможность сдать этот экзамен. Ну и также вот для последующих групп абитуриентов есть как основной день экзамена, так и резервный. Чтобы начать готовиться к вступительным испытаниям, необходимо познакомиться с программой. На данном слайде вы видите путь указан, где найти программу. И программа, здесь вот титульные первые листы программы утвержденной. И здесь подробно очень расписаны основные разделы по истории русской литературы и по русскому языку. И также предлагаю познакомиться с примерными заданиями по русскому языку. Они во многом ориентированы на те тестовые задания, которые есть в ЕГЭ по русскому языку. И тут, я думаю, не нужно изобретать что-то новое. И поскольку программа рассчитана не только на бакалавров, которые, еще раз повторю, завершили обучение по филологическим программам, но и для любого другого абитуриента, то, конечно же, здесь на школьную базу, так сказать, вот эти задания ориентированы. Самое главное – это очень внимательно прочитать задание. То есть действительно требуется верное написание выделить или неверное, одну N или две N. То есть здесь, конечно, вот по многом залог успеха вашего прохождения экзамена – это внимательное чтение задания. Здесь также представлены примерные задания по русской литературе, какой стихотворный размер использует автор. Вам в данном случае будет предлагаться отрывок из какого-то произведения, по которому вы должны определить либо троп литературного произведения поэтического, либо стихотворный размер. Ну и открытых тестов, где необходимо вписать одно слово, очень мало. В основном это тесты, которые предполагают выбор из предложенных ответов. Кроме этого, вы в электронном виде должны представить свое портфолио. Портфолио – это ваши достижения, которые позволяют успешно обучаться дальше по программе. И обратите внимание, вот в прошлом году почему-то многие из абитуриентов не прикрепили файл, где бы отражалась средняя оценка в дипломе об образовании. Но имеется в виду диплом о высшем образовании, первой ступени высшего образования, бакалавриат или специалитет.
И здесь нужно обязательно вам приложить копии диплома, приложить и средний файл, в котором был бы указан средний балл, потому что нигде из приемной комиссии автоматически я эти сведения не получаю, я получаю их из портфолио. И те документы, которые предполагается приложить к портфолио, они должны отражать, конечно, либо ваши достижения в области педагогической деятельности, либо же ваши достижения в области изучения русского языка и русской литературы, то есть вот какие-то ваши научные публикации, допустим. Но тематически все-таки вот эти ваши достижения должны связаны быть либо с областью педагогики, либо с областью русского языка и литературы, еще раз повторюсь. И в заключении контактные данные, по которым вы всегда можете обратиться с какими-то дополнительными вопросами. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест.
Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.